Меня зовут Ярхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». Руководитель представительства Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин рассказал, как татары Башкортостана готовятся к предстоящей переписи населения. По этому поводу он сделал пресс-конференцию в Татар-информе. Если кратко перечислить основные направления деятельности Уфимского офиса Всемирного конгресса татар, то этих направлений несколько. Во-первых, достижением этого года стало проведение в Уфе Всероссийского форума татарских краеведов «Татарские населенные пункты в евразийском пространстве. История и современность» 17 марта. В нем участвовали более 200 краеведов. По словам Альфреда Давлетшина, проведение такого масштабного форума именно татарских краеведов – это демонстрация, что татары в Уфе и Башкортостане находятся в принципе в комфортных условиях, раз им разрешили провести этот форум. Мен мен ойлаймын, бұл форумны өткөрүү ул чыннан да күпләр өчен беренчедән Башкортстаннан тыш яшәгән татарлар өчен ул бер мисал булды. Димәк, монда да, Башкортстанда да, Уфада да татарлар җыела торган, татарлар өчен зур чаралар үткәреп була. Һәм ул бер ниндидер мәсьәләләр тудырмады безнең өчен. Һәм инде безнең Башкортстандагы татарлар өчен бу да бер күрсәткеч булды. Димәк, монда да әгәр теләсәң, хәрәкәт итсәң, әлбәттә татарларның төрле чараларын үткәреп була. Второе направление – это создание видеоконтента о татарах Башкортостана. Альфред Давлетшин рассказал, что один раз в неделю, каждую пятницу на кабельном канале Туган-Тель выходит получасовая передача «Ихлас», где рассказывается о жизни татарских деревень, татар и татарских имамов. Интересно, а есть ли среди подписчиков нашего канала зрители этой передачи? Друзья, если смотрите эту передачу, то напишите там внизу в комментах под видео, что вы и тут есть. Также Давлетшин рассказал, что в Уфе на радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе выходит передача «Говорим по-татарски». Спасибо хоть что не говорим по-северо-западно-диалектски. Также Уфимский офис ВКТ делает небольшие одноминутные видеоролики о выдающихся татарских личностях и выходцах из районов Башкортостана, которые внесли огромный вклад в развитие татарской культуры и татарского языка, а также татарского народа. Но во время пресс-конференции Альфред Давлетшин обронил одну фразу, из-за которой нам стало очень грустно и тревожно за татар Башкортостана. Эта фраза касается того, как, по словам Давлетшина, сегодня должны относиться к переписи населения татарские общественники в Башкортостане. Инде менә сез әйтеп киттегез теманы, җанисәпкә нинди эшләр, нинди хезмәтләр алып барабыз дип. Ләкин инде менә бу вәкиллекне җитәкчелек иткәндә дә, башлаганда да эшне һәм дәвам иткәндә дә без әлбәттә эшебезне ниндидер җанисәп белән бәйле ул хезмәтне алып бармыйбыз. Чөнки җанисәп ул федераль закон буенча да һәм ул федераль органнарның бурычы һәм хәтта регионнарның дәүләт органнары һәм орындагы муниципаль органнар алар ярдәм генә итәләр. Һәм инде бөтенләй иҗтимагый оешмаларның хезмәте түгел дип әйтәсем килә. Ләкин бу җанисәп булсынмы, җанисәп булмасынмы, без инде үзебезнең эшебезне әлбәттә бөтен дөнья татар конгрессының уставына нигезләнеп, һәм инде әлбәттә мәдәни, гуманитар эшләрдә дәвам итәбез. Странная позиция вы не находите? Не кажется ли вам, что Уфимский офис ВКТ как бы желает самоустраниться, дистанцироваться от татаро-башкирской дискуссии и подготовки к переписи? На такую позицию, к слову, обратили внимание не только мы, но и татарский писатель и редактор Медани Джимга Вахид Имамов. Он заявил, что в прошлую перепись в 2010 году татары потеряли более 200 тысяч человек. Эти татары в Башкортостане были переписаны как башкиры. По словам Имамова, политика башкиризации татар в Башкортостане никуда не делась и продолжается и сегодняшние дни. В качестве примера Вахид Имамов привел регулярные съезды родов, которые проходят в татарских районах Башкортостана.
И там присутствуют главы муниципальных районов. Міне сіз айтасыз, бұл имеш федерал органларының борышы жан есепні өткәру, анда жамағат ұйышмалары қысыла алмай, фәлән деп. Ләкин бит Башқұртстанда икенче якны күзәтергә кирәк. Менә алар Шакмагыш районында, мәсәлән, үткәрделәр ору җыены. Аңа килде Башқұрт конгрессы җитәкчеләре һәм шунда утырды район башлыгы җитәкчесе. Һәм район башлыгы җитәкчесе шундагы халык алдында чыгыш ясады. Менә мин үземнең ялдак оруы Башқұрты икәнемне белдем, фәлән дип, ул үзен Башқұртка шутлап куйды. Но Шакмагыш районында бүген сыңар гына Башқұрт авылы да юк. Также, по словам Вахита Имамова, нет ни одной деревни в Кушнаренковском, Балтачевском и Наульском районе, а в Буздякском районе есть только одна башкирская деревня, это Канлы-Тюркей, и все. Все другие буздякские деревни — это татарские деревни. Татарский писатель считает, что главы этих районов, присутствуя на съезде родов, своим примером, мол, они узнали, что являются башкирами, потворствуют башкиризации татар. Имамов также рассказал, что посетил 8 районов Башкортостана. Это все татарские районы, но там установлены стелы с башкирскими родами. За несколько десятков миллионов рублей за счет бюджетных денег Республики Башкортостан. Дәүләт оештырган. Башкортстан хөкүмәте оештырган. Без аңлыйбыз, Мәскәү күзен йомып тора, аларга шул кирәк. Башкорт белән татар күпме ныграк дошманлашса, аларга шул җайлы. Ләкин бит менә шушы вакытта барыбер безнең татар оешмалары тик утырга тиеш түгел. Шул оештырамы, рубага җыелышлары, җыеннары оештыралармы? Менә алар Балташка да барып оештырган. Менә шул вакытта бит татар оешмалары катнашырга тиеш. Biz анда үзебезне кунак иттереп, вакытлыча яшәргә килгән кеше иттереп хис итәргә тиеш түгел. Без хуҗалар. Менә мин сезне дә гаҗәпләнеп тыңлап утырам. Менә безгә Уфаның үзәгендә офис бирделәр. Соң Уфаның 80-90% байлыгы элек революция хәтле татар байлары кулында булган. Бүтән җирдә һәм siz din işçisi olarak şunu da aytayım. 10 müfti arasından birisi gene de Bashkirt bulmagan. Barысы da Tatar müftileri. Şuna göre biz onda hoca, biz özümüzden konak ittirip hissederge tiyиш түгел. Альфред Давлетшин ответил Имамову, что и башкиризация, и все другое сказанное татарским писателем тоже волнует татар Башкортостана. Он заверил, что, несмотря ни на что, уфимский офис ВКТ свою работу продолжает делать, что жизнь татар в районах Башкортостана освещается. Давлетшин сказал, что, конечно, он и его предки в Башкортостане живут на своей земле, что татары — это не пришлый в Башкортостане народ. Также Альфред Давлетшин парировал слова Имамова, что, мол, главы районов Башкирии посещают съезды родов. Да нет, говорил Давлетшин, татарские мероприятия эти чиновники тоже посещают. В целом, у нас сложилось ощущение, что Вахид Имамов явно недоволен активностью уфимского офиса в Башкортостане, активностью татар в Башкортостане. Вы чувствуете в словах Имамова призыв, чтобы татары Башкортостана были смелее, решительнее, храбрее? Так или иначе, но лично я вижу серьезную активность татар Башкортостана в соцсетях. Спасибо вам большое. Ну а первую часть нашего видео хочется все-таки закончить словами Альфреда Давлетшина, что Башкортостан — это часть большого татарского мира. Башкортостан у татар дөньясының бер зур өлеше. Очень правильные и нужные слова. Не правда ли, друзья? Ну вот. Казанский филиал башкирского ресурса Пруфы продолжает деконструировать единство татарской нации. Если что, еще весною на этом портале выходила очень развернутая статья башкирского этномиссионера Азата Бердина про перепись в Башкортостане. Сами уж понимаете, что удар там направлен в основном по татарам Башкортостана и по Татарстану отдельно. Теперь же на ресурсе племянницы бывшего президента Башкортостана Рауфы Рахимовой, Пруфы, вышло интервью казанского историка Александра Овчинникова, хотя он весьма сомнительный историк. Да не историк он казанский вовсе, он же в штате Томского государственного университета числится.
Казанский он, наверное, тут просто по месту жительства. Также у нас есть еще пока непроверенная информация, что за спиной Александра Овчинникова стоит Азат Бердин. Башкирский этномиссионер доводит до казанского историка нужные тезисы, чтобы тот потом их транслировал в общественность. Сами понимаете, в этих тезисах нет ничего хорошего ни для татар, ни для Татарстана, одни мифы да оскорбления. Итак, наивное журналистское издание «Пруфы» встретилось с Александром Овчинниковым в Казани, в нашей очень интересной локации, которая называется «Русско-немецкая Швейцария». Кстати, «Пруфы» сразу наградили Овчинникова прекрасными эпитетами: критик татарстанской власти, критик Шаймиева. Зачем мелочиться? Сразу бы назвали Овчинникова грозой Татарстана. Хотя кроме мышиного шуршания он больше ничего и не умеет делать. Итак, самый главный тезис, который озвучил Овчинников и который бережно донесла до редакции журналистка «Пруфов» и опубликовала это на сайте. А современная татарская нация – проект советского модерна. Она появилась в современном понимании этого слова где-то после середины 20 века, потому что раньше татары называли себя мусульманами или определяли свою идентичность по родословной. Слово «татары» считали для себя даже оскорбительным. Об этом, в частности, говорится в книге 1953 года «Казанские татары» известного этнографа Воробьева. Можно вспомнить и поэта эпохи Казанского ханства Мухаммедьяра, у которого есть стихотворение про ужасного и злого татарина, который приходит из степи, грабит и убивает. Как видите, вирус шижироцентризма в Овчинникове сидит глубоко. Это в него башкирские этномиссионеры щедро влили. Интересно, через какое отверстие? Также Овчинников покушается на историю татар, а именно на принятие булгарами ислама в 1922 году. Расчет его нам очевиден. В следующем году в Татарстане собираются отпраздновать 1100-летие принятия ислама в Булгаре. Если до 2010 года, пока Минтимер Шаймиев не стал возрождать Булгар, на него особо не обращали внимания, то потом его стали позиционировать центром татарского ислама и проповедовать миф о том, что именно там волжские булгары официально приняли ислам. В самом конце материала на сайте Пруфы есть еще приписка, что Овчинников в следующем материале на этом сайте расскажет, доволен ли Рустам Минниханов господством Шаймиева и об искусственном татарском национальном движении и так далее. То есть вы понимаете, да, что владельцы Пруфов решили зажечь спичку дружбы между Миннихановым и Шаймиевым. Интересно, откуда Овчинников знает об этих взаимоотношениях между двумя высокопоставленными руководителями Татарстана? Вы можете себе представить, чтобы бедный томский историк из Казани Александр Овчинников имел доступ к такого рода информации? Мы? Нет. Но Пруфы все равно хотят воспользоваться фантазиями невостребованного в Казани Овчинникова. На самом деле Александр Викторович Овчинников весьма опасный и страшный человек. Он просто органически не переваривает татарский народ. Например, зимой этого года Александр Овчинников написал откровенный донос Владимиру Путину на татарских историков и гуманитариев. И вообще от его слов попахивает самой настоящей этнической сегрегацией. Видите ли, по словам Овчинникова, татарам нельзя иметь своих историков, политологов, социологов и журналистов. Администрации президента России давно пора заняться региональными идеологиями и обслуживающими их учреждениями. В частности, нужно сокращать подготовку необоснованно большого количества культурологов, историков, социологов, политологов, философов. А вот сообщение, которое Овчинников написал лично мне. Распространение рабочих профессий, увеличение престижа среднего профессионального образования – одно из средств избавления от националистического дурмана. Вот так и получается. Татары, по мнению Овчинникова, имеют право только на рабочие и инженерные профессии. Их место
это работать на заводе. У татар нет права на своих татарских историков. Добавим к этому еще то, что фантазиями Овчинникова о властях Татарстана охотно хотят вооружиться пруфы. Его активно используют башкирские этномиссионеры. В общем, вы поняли, какой страшный человек этот Овчинников. Пропагандистская машина в Башкортостане по насаждению родоплеменной идентичности не остановится ни перед чем. Пропаганде подвергаются даже дети школьного возраста. В Башкортостане есть детский канал «Тамыр». И там вышло 10 передач под названием «Нурбастан Саяхаты», которые были посвящены так называемым башкирским родам – Уран, Балаксы, Ельдяк, Унлар, Юрми и так далее. В общем, это ровно все те башкирские рода, которые относятся к северо-западу Башкортостана. Про рода и племена, которые относятся к башкирам, а территориально к юго-востоку Башкортостана, про это передачи снимать не решились. Видимо, там с башкирским самосознанием все в порядке. Получается, что шаткое положение башкирского самосознания есть только на северо-западе. Запомним это. Кстати, на прошлой неделе мы с Искандером Измайловым обсудили проблему внедрения в татар и башкир Башкортостана родоплеменной идентичности. Здесь всплывет ссылка на видео. Также будет ссылка на это видео в описании под нашим нынешним видео. Передачи для детей о родах делаются по одному шаблону. Значит, команда ребят выезжает вслед за башкирскими этномиссионерами из Всемирного Курултая Башкир в один из райцентров северо-запада Башкортостана. Затем нам эти башкирские этномиссионеры на камеру рассказывают об истории того или иного рода. Ну или рассказывают об особенностях диалекта. Далее следует анимированная история самого рода племени. Небольшой интерактив со школьниками. Во время этого интерактива школьникам задают вопросы, те отвечают, получают призы, например, фонарики. Потом нам показывают несколько семей, которые складно излагают историю своей родословной. Вот приехали ребята, скажем, в Янаул, а там, оказывается, дети не знают башкирского языка. Представьте себе. Салям, достар. Вы понимаете башкирский? Да. Ну, значит, сегодня будем учиться разговаривать на башкирском языке. Так ведь? Да. Как вы думаете, салям, как переводится? Вот. Так вот, давайте сейчас скажем друг другу привет. Раз, два, три. Салям! Ребята, видимо, забыли, что прибыли на северо-запад Башкортостана. И тут люди знают так называемый северо-западный диалект башкирского языка. Может, на нем стоило заговорить? Все эти съезды родов делаются, чтобы люди при общении с собой хвастались, выпендривались, мол, из какого они рода или клана. И давайте признаемся, что говорить, мол, я принадлежу к тому или иному роду, звучит солидно. Правда, идеологи трайбализации татар и башкир в Башкортостане так и не разобрались, чего именно они хотят. Ну и поэтому они не видят различий между родами, кланами и племенами. Поэтому детей, например, рода Уран, они загоняют в племя Уран. А вы знаете вообще, к какому роду вы относитесь? А ты сам знаешь свой род? Конечно, знаю. Я отношусь к башкирскому роду Катай. Эти катайцы, не китайцы, не путайте, катайцы обитают в Белорецком районе. Белорецкий район, горный район, красивый район, наверное, знаете. И вот там живет моя бабушка, и поэтому я отношусь к этому племени. Кстати, знаете, да, как называется ваше племя? Уран. В другом выпуске Нурбастан Саяхата авторы передачи вслед за башкирскими этномиссионерами отправились в Бураевский район, чтобы там детям обработать мозги, мол, они из рода Ельдяк. Послушаем башкирского этномиссионера, какие он там сказки рассказывает про татарское Бураево. Елдактар бик тырыш халык, акыллы халык, көчле халык. Елдактарның менә төп урнашкан урыны Бурай дигән авыл. Иң зур авыл булган, 6 мәхәллә булган, 6 мәсет, бай торганнар, хәлле торганнар. Алар 17нче елда тәүлә Башкортстан булмаганда, менә без Башкортстан кантоны дип үзләрен игълан иткәннәр.
А давайте посмотрим книгу татаро Уфимского уезда и проверим, кто именно жил в Бураево. Открываем главу, посвященную 4-й ревизии, прошедшей в 1782 году, и видим, в Бураево жили, оказывается, типтяри, а не вовсе башкиры. Башкирские этномиссионеры об этом ведь никогда не скажут. Или вот, например, семья из села Старое Бикметово Бураевского района рассказывает о себе. Бүгінгі бейрамда нәрселер болуын біліп бітірмедік. Күтілмеген хал болды. Ұлыбыз Елдәк Зирәге исеменә лайық болды. Катнашучылар арасында иң зирәге Алмаз улыбыз булып чыкты инде. Біз данлыклы Елдәк аруыннан, Калмык волости Иске Бикмәт авылынан иптәшем. Менә безнең шәҗәрәбез. Минем әтием эшләгән инде. А теперь мы открываем книгу татаро Уфимского уезда и находим информацию, кто же на самом деле жил в деревне Старое Бикметово Бураевского района. Итак, по данным первой ревизии 1722-1723 годов, в деревне Бикметово жили служилые мещеряки, говоря проще, мишари. Также там проживали и ясашные татары. Сама деревня в историческом источнике названа как Бикметово, что на речке Сибиркине. По данным 4-й ревизии 1782 года, Бикметово фиксируется уже типтяри. Как видим, татары есть, мишари есть, типтяри есть, а башкир нет. Идем дальше. Башкирские этномиссионеры с этим Нурбастаном отправились, значит, в райцентр Бакалы Бакалинского района, чтобы рассказать о роде Юрми. Башкирские этномиссионеры взялись мучить школьников из деревни Мустафино Бакалинского района. Biz Nasir Fitar гаиләһеннән булабыз. Һәм без ике туган, үзенең шәҗәрәне белһәң, тугандарыңны да беләһең, һәм каян килеп чыкканыңны беләһең. Тамырсыз агач булмый. Подскажем школьникам, кто на самом деле является их предками. Открываем ту же книгу татаро Уфимского уезда. По данным третьей ревизии 1762-1763 годов, в деревне Мустафино проживали татары. И в 4-й переписи ревизии 1782 года татары из этой деревни тоже никуда не делись. И в историческом документе они уже фиксируются как ясашные татары. Дальше идем. Это, наверное, самый забавный случай. В общем, рассказываю. Отправились как-то башкирские миссионеры с этим Нурбастаном в Буздякский район, чтобы там свой родовой съезд провести, детям мозги обработать, местным жителям рассказать, что они из рода Канглы. Но буздякские татары славятся своей хитростью, что ли. Дело в том, что в Буздякском районе есть одно настоящее башкирское село, которое называется Канлы-Тюркеево. Вот буздякские татары и подсунули гостям из Уфы канлы-тюркеевцев. Теперь понятно, почему буздякские школьники не поняли, когда у них начали спрашивать, из какого они рода. Буздак районы ул канлы аруынан, һәм инде һез бөтәгез дә канлы аруынанмы? Кем канлы? Беләһегезме? Мин. Мына безнең егетебез белә, дөрес. Мин Каңлы аруыннан, элек Канлы-Түргәйдә яшәдем, хәзер Бүздәктә яшәйм. Мальчик по имени Нияз самый настоящий башкир. Он вполне может быть из рода Канглы. Но он не из Буздяка, он переехал в Буздяк из Канлы-Тюркеева. Но авторы детской передачи манипулируют и хотят нам рассказать с помощью этого мальчика, что Буздяк — это территория башкир. Мин Нурбустан худының мәгъләсен дә аңладым. Ул не диде Нур или кебек. Обратили внимание, что мальчик был подписан как житель Буздяка? Ну что же, открываем книгу татаро Уфимского уезда и смотрим, кто жил в Буздяке по данным 4-й ревизии 1782 года. Как видите, ясашные татары. В общем, так можно разбираться с каждой серией из 10 передач про Нурбастана. Там везде татарским селам и деревням приписывают башкирскую историю. Хотя если открыть книгу татаро Уфимского уезда, то вы увидите, что хозяевами этих территорий были татары.